Ольга Валерьевна, здравствуйте. Текущая эпидситуация в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, пожарную ситуацию на территории Республики Саха-Якутия, главой республики сегодня мне дано поручение в данном брифинге осветить две ситуации, которые складываются. Оценивая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, необходимо обратить внимание на то, что она остается сложной и напряженной, и, соответственно, на настоящий момент на территории республики зарегистрировано 136 новых случаев новой коронавирусной инфекции. К сожалению, большое количество случаев, 68 случаев, присутствует на территории столицы нашей республики в городе Якутске. 16 случаев зарегистрировано в Алданском районе, 11 в Мирнинском, 10 в Нерюнгринском, 4 в Ленском районе. Если для Алданского, Мирнинского, Нерюнгринского и Ленского района подобного рода тенденция количества выявленных случаев даже воскресных дней является тенденцией прежде всего связанных с большим количеством работающих на настоящий момент людей на производстве и, соответственно, определенного рода очаги, связанные с работами на производствах, то очаги, которые у нас и вообще случаи, которые регистрируются, а их 3 в Вилюйском, Егинокангаласском, Хангаласском, 2 в Амгинском, Намском, Нюрбинском, Аймиконском, Сунтарском, Усть-Алданском и по 1 в Абыйском, Булунском, Горном, Алёкминском, Татинском и Чурапчинском улусах. Они прежде всего связаны с семейными очагами, которые возникают в связи с приездом в данные улусы, соответственно, жителей, в том числе города Якутска, и возвращением людей из отпусков. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент, и сегодня глава республики это подчеркнул, что несмотря на сложную противопожарную ситуацию, которая осуществляется на территории республики, соблюдение мер по непосредственно связанных с соблюдением мер по вакцинации, по безопасности, связанной против коронавирусной инфекции, оно должно исходить из, прежде всего, того, что угроза опасности пожаров, и она является более серьезной и находится в рамках чрезвычайной ситуации. В связи с этим, безусловно, мы должны соблюдать меры, направленные на то, чтобы привлекаемые волонтеры, работники, приезжающие в улусы республики, они были вакцинированы. В связи с тем я обращаюсь к тем людям, которые желают быть волонтерами и помочь в тушении пожаров, обезопасьте себя и, соответственно, жителей тех районов, которым вы хотите помочь. Наши лаборатории продолжают работать, и за сутки проведено 1986 исследований. Всего обработано 1 284 825 тестов. На территории республики уже поступило 307 055 доз вакцины. На настоящий момент есть доступны без дефицита вакцина «Спутник», ВИ и «Спутник Лайф» практически в каждом муниципальном образовании. Исходя из транспортной логистики, есть ряд районов, в которые она еще не доставлена. Там мы приглашаем наши поликлиники для записи. И тем не менее хочу обратить ваше внимание, что сегодня у нас 91,2% от общего объема вакцины использовано. Соответственно, речь идет о том, что сегодня вакцина в республике есть. Приглашаем вас на вакцинальные пункты. И обращаем внимание на то, что 15 августа – это пресекательный срок для обязательной вакцинации граждан, для которых по постановлению Роспотребнадзора таковая вакцинация является обязательной. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вторую часть своего брифинга по поручению главы я должна осветить те меры социальной поддержки, которые будут оказаны пострадавшим лицам и семьям, которые у нас находятся в районах и в населенных пунктах, пострадавших от пожаров. Необходимо обратить внимание, что этот комплекс мер рассмотрен системно, он будет приниматься в зависимости от шагов, которые сегодня совершают все органы государственной власти. На настоящий момент все граждане, которые непосредственно в населенных пунктах, которые находятся под угрозой, по их желанию доставляются в эвакопункты в безопасных местах, которые, соответственно, располагаются и обеспечены питанием и местом для проживания для любого обратившегося из мест угрозы, находящегося в зоне пожара.
Необходимо обратить внимание, что обеспечивается питание и проживание, и, соответственно, решаются индивидуальные вопросы по обеспечению и предметами первой необходимости, и, соответственно, одеждой. Источниками подобного рода помощи являются как государственные и муниципальные средства, а также я хочу поблагодарить всех тех, кто оказывает соответствующую благотворительную помощь. Кроме того, первое решение, которое принял глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев, это обеспечение на каждого члена семьи, что касается Бескёля, непосредственно 30 тысяч рублей, которые у нас должны, уже сегодня все списки составлены, это 185 членов семей, на которых, соответственно, будет направлено по 30 тысяч рублей. Это не те первые денежные средства, которые необходимы на сегодняшний день для решения вопросов, соответственно, бытового характера, первой необходимости как таковой. Кроме того, обращаю ваше внимание, что сегодня формируется из пожилых граждан, которые непосредственно в Бескёле у нас проживали, которые оказались в зоне пожаров. Из них 6 человек уже изъявило желание непосредственно получить реабилитацию в одном из наших центров. Соответственно, они будут туда направлены. Сейчас формируется уже группа из 10 детей старше 8 лет для того, чтобы они были направлены в лагерь, соответственно, в лагерь «Орленок». Все организационные вопросы в данный момент решаются. На территории Горного Улуса работает и исполняющий обязанности министра труда Республики Саха-Якутия Алексеев Иван Иванович, который координирует данные вопросы. В полном объеме составлены списки граждан, которые проживали там, со всеми потребностями, необходимостями, возникшими на территории у граждан в связи с пожаром. Сейчас восстановлены уже паспорта 3 гражданам в кратчайший срок. ФМС Республики, МВД Республики Саха-Якутия отработала, восстанавливаются паспорта. В самом Бескёле, находятся представители Министерства имущественных отношений, которые оценивают ущерб. И, соответственно, следующим шагом, как уже сказал глава республики, будет непосредственно решение вопроса после оценки ущерба, понесенного по компенсации этих затрат как в виде разными способами, в зависимости от того, как выберут граждане, и, соответственно, восстановление их жилья. Все вопросы по нуждам людей, которые оказались в зоне пожара, находятся на прямом контроле главы Республики Саха-Якутия. Ответственные лица министерств и ведомств, соответственно, решают вопросы в пределах не просто установленного какого-то времени, а незамедлительно.